Центральный вход в кладбище Бабушера. Это Гулерыкский район. Вот так вот выглядят запущенные кладбища. И вот более-менее ухоженные. Ухоженных относительно много. Вот центральная дорога кладбища. Здесь есть пантеоны, есть маленькие могилы, но ухоженных могил достаточно много, на мое удивление. Дорога расчищена, можно ездить на машине спокойно. Это старое кладбище. Там за забором уже новое. В общем, как и везде, есть поваленные деревья, но ухоженные относительно, процентов, наверное, 30-40, так грубо говоря, ухожено кладбище. Проходы чистые, есть заваленные памятники, но я не думаю, что это вандалы, просевшие тумбы. Вера Ифановна. Вот запущенная могила. Как бы, но проходы вокруг чистенькие, все. Видимо, кто чистит с боками вместе. Поваленные деревья есть, но относительно ухожено. Это я вот налево иду от центральной дороги. Как бы, дальше проходы. Мне только ползать. В общем, вот в таком-то состоянии все. Относительно свежие года могилы. 90-х годов, 80-х они ухоженные. Вот даже 74-го не сильно заросшие. Деревья есть, конечно, но это все поправимо. Как бы вот так. Вон центральный въезд. Вот прямо на центральной дороге есть запущенные могилы, но вокруг них спокойно можно ходить. Памятников нету, может и никто не похоронен, просто заняли место в свое время. Вот иду направо. По всей видимости, здесь была сторожка раньше. Вот стены. Вот от сторожки тропинка в правую сторону. Вдоль забора будет. Все вот в таком состоянии. В общем, отойдешь 50 метров от центральной дороги, дальше проходов нету. Все заросшее, запущенное, но коровы творят чудеса. И, в общем, здесь ходить можно пока. Кто-то почищает дорожки. Относительно все чисто. Чехетия. Вот калитки нету, но в общем-то чисто. Вот так вот все выглядит. Вот в таком состоянии. Что-то чисто ухожено, что-то очень запущено. Вот 88-го года. Но, в общем-то, чистая могилка. Не сильно от вандалов пострадала. Это я уже иду вдоль нового кладбища.
так вот все выглядит. Вон на той стороне новое кладбище за забором. Здесь, ну здесь уже непроходимые дебри. Все заросшее. Здесь, по всей видимости, оградка была, но ее сняли. А может и не было. Была просто калитка, заготавливали. В общем, все выглядит вот так. Козлов, ушаков. И вот тут начинаются дебри, просто непроходимые. А, это забор уже. Опять. Ну, в общем, в таком вот все состоянии. Если увидели свою могилку, либо знакомых, друзей, знаете точно, что она есть на видео, обозначайте. Придем, более пристально посмотрим. Ну, в общем, проходы чистые. Ходить можно относительно. Ну, запущенных очень много могил, но все равно. Вот здесь фотография еще одна в виде портрета. Памятник стоит, но в очень запущенном состоянии. Могила, колючки, деревья. Вот под крышей тоже запущенная 85-го года Мебония. Вот так вот все выглядит. Дальше вон тоже могилы есть, но здесь тоже упавшие деревья, пальмы. Ну, проходы чистые. Меликян. Меликян, вот тут могилка очень запущенная. Чугунная ограда, но не видно, кто внутри. Вот столбики, ухоженная могилка. Кто-то ухаживает. Дальше. Это иду по дорожке в сторону сторожки. Вот запущенная неимоверно могила. 3,5 где-то. Ограда вот такая вот. Где-то 3. Где-то 3,5 на 3. На эти 10 с чем-то квадратов почти 20 деревьев стоит. Меликян. Вот здесь камни. Ну, в общем, сами можете видеть, в каком все состоянии. Так вот все выглядит. Джихетия вроде ухоженная, так, ну, относительно. Кто-то бывает здесь. И вот напротив вот такой вот просто дебри непроходимые. Чтобы могилу зайти, надо будет день чистить. Вот так вот все выглядит. Здесь тоже ухожено, но памятника нету уже. Вот так вот все выглядит. Ну, дальше кто не приходит, не ухаживает, вот в таком вот все состоянии.
И в общем вот так вот. Вот здесь вчера определяли 2 брата похоронены. Ну, относительно за то, что под крышей. А так деревья, кустарников целая куча. И вот такое вот положение внешнее. Бабушерское кладбище уставшее, но относительно проходы есть. При желании можно прочистить, найти интересующую могилу. Я сейчас от центральной дороги на правой стороне гуляю. И вот так вот в общем. Там вон тоже ограда есть вторая, но запущена. Ну, в общем, вот так. Левую сторону так краем прошел. Дальше 4 могилы уже без салды. Будет сложно ходить. Ну, в общем, вот так. Если кого-то увидели из своих, хотите привести в порядок, пишите в Одноклассники, в Фейсбуке, ВКонтакте, либо на наш сайт absneritual.ru. Все контакты вы там найдете. Здравствуйте. По многочисленным просьбам меня снова занесло на кладбище Бабушару. Вот центральные ворота, центральная дорога. Вот так все выглядит. Попытаюсь пройти между оград. Здесь как бы проходы относительно есть, но как бы не везде есть проходы. Вот так вот выглядит. Вот эта могилка запущенная. Давно никто не приходил, но коровы чистят проходы. Сейчас исследуем, если с дороги смотреть, в левую сторону. Кто-то здесь загораживает проходы, чтобы не ходили коровы, по всей видимости. Вот все вот в таком состоянии. Относительно запущенные могилы есть. Их очень много. Но относительно всего кладбища можно сказать, что кладбище не очень запущенное. Видимо, есть кто-то, кто приглядывает за некоторыми могилами. Может, родственники приезжают. Лысенко. Много русских похоронено. Игнатенко. Так относительно очень много
Очень много почищенных могил и прям, я бы сказал, ухоженных могил. Вот эта могилка в прошлый раз была заросшая, а сегодня она чистенькая, прям кукла. Лемонджава Джемали Аполлонович. 66-81. Вообще молодой. Вообще молодой паренек. Как бы есть вот такие вот могилы, где десятки деревьев внутри растут. И вот такие. Но основа своя кладбище относительно. Наверное, коровы пробили проходы. А может, люди, ну, не знаю. В общем, относительно проходы есть. Если хотите, чтобы нашли могилу родственников, друзей, знакомых, не нужны точные координаты. Деревья, вот как вы помните, кто-нибудь, может, рядом похоронен, большие могилы с крышами. Вот такие ориентиры нужны. Прокушкин. Шубина. Семейная пара, наверное. Шумкин. Здесь тоже запущена вон куча деревьев. Вот почти до конца кладбища дотопал. Лепетенок. Ну, здесь ухоженные могилки. Есть очень неухоженные рядом. Деревья падают так же, как и везде, только их здесь распилили. И чисто пеньки валяются. Вот очень пострадала могила от падения дерева. В основе своей здесь ломаются ограды и памятники от того, что деревья падают. Вот бабушка похоронена в 88 году. Ограда была, но, видимо, ей кто-то ноги приделал. Но памятник стоит. Михайловский Владимир Дмитриевич. Ну и здесь уже вот такие вот дебри. Там уже никак не пройти. Вот могилки. Вот в таком состоянии. Люди, когда говорят памятник или что-то, как сюда залезешь, посмотришь, что за памятник. Даже если он внутри есть, может, он лежит от того, что там от катаклизмов лег, может, еще что-то случилось. Вот есть могилы, но они вот в таком состоянии. Лет 25-30 никто не приходил. Вот, видите, вот ограда, и выше меня запущено все. Вот могилки. Радка видна, высота больше 2,5 метров, только колючая. И куча деревьев внутри. Вот я почти до дороги дошел. До центральной. Вот в таком состоянии. Все, если кого-то узнаете на видео, можете точное место указать. Будет намного легче делать поиски. Вот у кого-то ограда, на нее
Сложно дойти. Большая добротная ограда. Видимо, старинная, бетонная. Может, просто захватили. Но памятников нету. Непонятно, что это, короче. Может, перезахоронили. Вот так вот. Вот так вот вход. И вот в таком состоянии папоротник, колючки, деревья. (1920-91 год). Памятник поломанный, лежит. Оградка вот маленькая. Может, кого-то сможете прочесть. Вот так вот все выглядит. Рядом с таким вот домиком на кладбище. Вот деревья падают. Так относительно в таком состоянии. Может, у кого-то у дороги. Тут целые родовые кладбища. По 6-7 человек внутри лежит, но никто не ухаживает. Так относительно можно сказать, много чистых могил. Вот крыша. Ни травки внутри нету, ничего. Здесь алюминьку снимать начали, но, видимо, кто-то увидел, раз дальше не продолжили. Женщина, 13-88 год. Большая ограда, но, видимо, никого больше не успели похоронить в ограду. Если кого-то увидели, знакомых, родственников, близких, либо узнали кого-нибудь, пишите в Одноклассник, Facebook, либо на наш сайт obsneritual.ru. Вот я вышел опять с центральной дороги. Если смотреть с трассы центральной, мы исследовали левую сторону. Вот в таком вот состоянии даже на центральной дороге кладбище. Сейчас идем на правую сторону. Я так понимаю, новое кладбище. Делать видео даже и смысла нету. О, кто-то фотку привез, положил на пантеон. Вот 4 человека похоронено, но здесь больших деревьев. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деревьев конкретно больших. И мелких целая тонна. Ну, никому не дело. Относительно все вот так. Вот в таком вот все состоянии.
Вот тоже 76-го года захоронение. Но не ухожено. Вот такими колючками все заросшо. Вот в таком вот все состоянии. Могилы большие брались. Много. В смысле, квадратуру большую взяли, а никто не ухаживает. Чисто. Это уже правая сторона. Здесь даже плачевнее проходы выглядят, чем там. Ну, как бы, если кто кого узнал, пишите. Контакты все есть. Цены у нас относительно нормальные. Работу делаем качественно. Также вы наши работы можете посмотреть в альбомах кладбищ до и после фото. Делаем все качественно, работаем с качественными материалами, чтобы сделанная работа стояла долго и по возможности не рушилась. Вот так вот все. Здесь, по всей видимости, до войны был сторожка, наверное. Потому что здание есть, а стены здания есть, а ни хрена нету больше. Вот в таком вот все состоянии. Вот так вот все выглядит. О, здесь покрасили. Даже прибрались. Чехетьяне. 2005-2004. Вот в таком вот все состоянии. Здесь мы делали уборку, но все чистенько. Вот большая могила, но вот в таком вот состоянии. Все запущено. Так вот все выглядит. Памятник вон лежит, но... А, нет, не лежит. Ноги приделали памятнику. Вот. Два брата. Молодые ребята. Внутри уже дерево одно растет. Скоро настанет трындец этой крышки, ограде. Вот в таком вот все состоянии.